Лелик в переводе с гагаузского «журавленок». Так назвал свое новое изобретение камрачанин, член Ассоциации энергии ветра Виктор Недялков. Это новое транспортное средство электросамокат работает от энергии солнца. Подобных моделей в Молдове нет, уверен господин Недялков, так как, участвуя во многих конкурсных мероприятиях по альтернативным источникам энергии, он ничего подобного не встречал. Электросамокат. Он отличается от других самокатов, как по названию видно, наличием электрической тяги, полностью самодельный, полностью молдавского производства. Вот этот вот самокат, который вы видите, это не есть полный комплект, а к нему в комплекте идет солнечная батарея, солнечная панель, которая заряжает его, повторюсь, без воздействия электрических сетей, по приезде на работу или по приезде домой. Еще одна модель транспортного средства, которую нам продемонстрировала сама внучка изобретателя, это электрический трицикл, заряжающийся также от энергии солнца. Сконструировал его Николай Константинов, и сейчас на нем катается его внучка Ирина, которая отметила, что кататься на таком трицикле одно удовольствие, причем этот вид транспорта совсем не загрязняет воздух. Данная модель называется солнечный электроцикл. Это один из типов, который не загрязняет нашу экологическую природу. При этом же на нем можно катать своих друзей, можно просто кататься. Еще один активный член данной ассоциации – Никита Топал. Он с большим интересом участвует в различных разработках и с удовольствием рассказал нам об особенностях своего трицикла, где какой узел находится и для чего каждый из них предназначен, а также что он использовал, чтобы удешевить новый трицикл. Мы использовали старое офисное кресло, чтобы не делать конструкцию дорогой. Также главной особенностью трицикла являются солнечные панели. Одна большая и другая поменьше. Они преобразовывают солнечную энергию в электрическую, а уже позже механическую. Также на этой модели установлен электродвигатель, расположенный с той стороны. Он мощностью 350 Вт, он позволяет нам достигать достаточно резвую скорость, примерно 30-25 км в час. Также на данном аппарате установлены измерительные приборы, вольтметр и амперметр. Еще данный аппарат снабжен достаточно хорошей тормозной системой, и это ему позволяет без препятствий перемещаться в городских условиях. Самым сложным было устанавливать электронику, а именно аккумуляторы, трансформаторы, преобразователи, включатели и измерительные приборы. Преимущество данной модели очень велико, так как она использует солнечную энергию. Это самый экологичный транспорт. Он работает буквально от солнечной зарядки. Председатель Ассоциации энергии ветра Николай Константинов об успехах возглавляемой им неправительственной организации говорит скромно, хотя есть и существенные разработки, и полученные дипломы, и денежные вознаграждения за участие в конкурсах по возобновляемым источникам энергии. Но о некоторых проблемах господин Константинов все же рассказал. Самая главная проблема, которая сдерживает развитие солнечной энергетики, как раз связана с тем, что в нашей стране нет субсидий на развитие солнечных панелей. Дело в том, что в каждой развитой стране, несмотря на то, что страна развита, государство поощряет 40% бесплатным выделением панелей. В нашей стране, к сожалению, этого нет. К сожалению, в нашей стране многого нет, шутят герои нашего сюжета. Тем не менее, это не останавливает их продвигать свои новые идеи, придумывать новые конструкции на радость себе и окружающим людям. Но следует отметить, что члены неправительственной организации живут с надеждой, что все же найдутся партнеры, сторонники и даже спонсоры, понимающие важность применения альтернативных источников энергии.